Всем привет! Ну что, сегодня у нас пятница. Город Якутск. Нас приветствует. Ну что, немножко погуляем, походим. Я вот в центре города Якутска нахожусь. Тут такие вот дома высокие, машины ездят. Сегодня туманчик небольшой, подмораживает. Не знаю, насколько так. Завтра будет холоднее, но уже машины вот под этими наташами стоят. У всех как бы так проще, дешевле значительно, чем гараж там какой-то в городе. Парковочное место дешевле значительно. Поэтому большинство людей, конечно, содержат машины вот под такими вот накидками. Так, тут какой-то заборчик поставили. Слушайте, а мне же надо вот сюда пройти. Точно сюда пройти. Вот сюда вот. Тут переход есть. Ходим по переходу, потому что на улице гололед. На дорогах. Поэтому надо осторожно. Не двигаться, чтобы не упасть. Чтобы все не повредить. Подходим вот к этому вот гигантскому зданию. По-моему, 16 этажей в нем, в этом здании. Вот, смотрите, какое построили на вечной мерзлоте здание. Гигантское. По меркам нашим, да. Ну, тут вот тоже дом высокий. Он пониже будет. Эти пониже такие, 9, 10-этажные, 12. А этот вот целых 16 этажей отгрохали. Вот здесь, видите, гаражи у людей стоят. Вот эти вот холодные металлические гаражи. Даже вот такой гараж сейчас какой-то металлический, то они дорогие стали. Тоже и то купить его тоже целое дело. Состояние хорошее. Так, идем. Тут вообще накатано, вообще до жути накатано. Надо внимательно ходить. Когда идешь, всегда посмотришь под ноги. Так я вот сюда сейчас зайду, но там я внутри магазина не буду снимать, чтобы не беспокоить охрану. Подарки уже продают. Куча подарков на разный кошелек. Да, конечно, сейчас все так подорожало. Вообще невозможно просто. Так. Все, вышел я отсюда, короче. Вышел. Так. Мне надо в этот дом попасть. Там магазин Телезавр. Там говорят, я слышал рекламу, что он якобы закрывается, и там какие-то бешеные распродажи. Все действительно, что ли? Ну, это один из магазинов, который торговал в начале телевизорами довольно долго, сколько он, лет 12 просуществовал. И вот сейчас, видать, времена такие наступают, что я не буду гадать, я слышал по радио рекламу, что закрывается он. Типа, и у них распродажи. Когда тут догамин уже зашли, смотрите, какой же он здоровый, а? Просто говорить нужно. Тут обычно весь двор вот этот заставлен транспортом. Ну, сейчас
зима у нас, соответственно, машин уже меньше. А, вот, смотрите, видите, телезавр. Вывеска. Так, где тут вход-то? Где-то там с улицы был. О, смотрите, упаковал, как он ее. Тут сзади труба торчит. Газа, чтобы газы выходили наружу. Ну что, она подрабатывает какой-то. Смотрите, а это игровая площадка детская. О, боже мой. Смотрите, с этой стороны машины дорога, и тут кругом машины. Бедным детям вот тут участочек такой в пыли, чтобы пыли дышали они здесь. Ни одного деревца нет. Ни одного. Ну что, сейчас так прибыльно делать, сейчас так делают. Дом построят, а что там вокруг, это уже практически рекламируют поначалу, что ой, там будет город-сад, а потом в результате непонятно чего. Здесь, по-моему, что ли, и другой вход у него. Там еще с той стороны входа есть. С вами походим, побродим. А, вот телезавод. Сейчас сюда зайду, глянуть. Этот вход, что-то он не светится. А, да, люди ходят, да, сейчас я туда подымусь. Телезавод закрывается. Вот так вот. Так, ой. Закрывается. Ликвидация. Скидки. Не знаю. Насчет скидок что-то. Ну, да, есть скидки. Но, по-моему, нифига не 50% меньше. Может, на что-то там до 50% на что-то. Ну так, да. Что-то подешевле. Хотя сейчас не поймешь. Сейчас же онлайн-торговля, маркетплейсы, вот эти Озон, Валдерис, они очень широко распространены. И там можно подешевле даже приобрести все. Как бы. Смысл вот в таких магазинах сейчас, в общем-то, пропадает. Сейчас тем более у них пятницы вот эти начались, и причем пятницы не кончаются. Они все идут и идут. Уже бесконечно полностью. Такое ощущение у меня, что они до Нового года будут эти пятницы. Переходим дорогу. В ту сторону у нас рынок продуктовый Сансара. Сюда мы пойдем. Сегодня елочку видел. Уже горит елочка. Рядом с дворец детства, где у Кирова. Вот там вот уже горит. Там надпись такая красивая. 2026 год. В шубах у нас люди ходят. Таких вот, потому что, ну, мороз. Куда денешься от мороза. Вот стрижки, смотрите. По акции 550 рублей. Типа. Что-то тоже цены, конечно. Ну, сейчас 600 рублей, да, подстричься. 600 рублей. Вот я последний раз месяц назад стригся. Или больше даже. Мне 500 рублей ушло на все про все. И, соответственно, 600 рублей, да. Еще так хорошо там, ну, знаете ли, голову помыли, брови подстригли. Ну,
Вообще, это все вот за 600 рублей мне вышло. Что мне понравилось. Ну, я не здесь стригся, не в Якутске. То, наверное, тарифы подороже будут, я так думаю. Если с стрижкой бровей, да, еще с помывкой головы, еще поднакинут, естественно. У нас тут вообще жизнь дорогая. Ходишь по магазинам, конечно, смотришь, немножко офигеваешь, да, офигеваешь от цен, от роста цен, как все вырастает в цене. Ну что делать? Что делать? Еще дороже будет. Мысль у меня такая появилась. А не сходить ли мне до хозмаркета? Вот. Хорошая мысль. Да, сейчас на этот короткий. Тут у нас фикс прайс, кстати, есть. Но если вот елочку я в прошлом году видел где-то за 180 рублей, такую самую скромную, то сейчас что-то цены уже по 300. Куда это годится? Уже на 100 рублей цена скакнула. Надо какую-то небольшую елочку. Вот хочу найти, может быть, там найду. Совсем недорогую. Дорогую не надо. Какую-нибудь простую. Вот. Зашел я тут сюда во двор. Это у нас здесь улица Петра Алексеева. И еще вот эти дома советские, старенькие, хорошенькие дома, КПДшечки, хрущевочки здесь. Вот тут садик этот советский тоже. И тут у них, смотрите, какая просторная площадка. Вообще обалдеть, да? Смотрите, вот это все. Вот, видали, да? Все вот это площадка детская. А вот там, где этот большой дом, я вам покажу, 16-этажный. Видели, там площадка какая? Малюсенькая, малюсенькая. Рядом дорога. Ой, ужас. И причем цены там на квартиры, я думаю, они не маленькие, они очень высокие. Ну вот везде гаражи, вот эти вот металлические. Везде они у нас тут в всех дворах. Кто-то вот, видать, это они поедут на этих машинах, а тут надолго уже они их закрывают. Потому что если машину заглушить или поставить на улице, она, естественно, замерзнет, а потом вы ее не заведете. Придется вот служба такая оттайки. И все как-то закрывают. Там тепловая пушка нужна, и вот оттаивать. Кстати, вот это вот, по-моему, 29-я школа муниципальная, такая здоровенная стала здесь. Это мы вот внутри квартала. Там областная больница республиканская, РБ-2. Вот если туда идти, вот я тут хожу. В этом районе. Ну, скворечники. Так вот, извиняюсь, у меня рука замерзла, я буду отогревать. Ой, куда это я вышел? Вообще не туда. Придется идти вот такими путями. Что-то я тут заблудился, слушайте. Как я мог? Я же в этом районе почтальоном работал. Не может такого быть. Я куда-то углубился. Ой. А тут смотрите, что творится-то.
что вот так вот надо. Потом залазить сюда. А так можно пройти вот посюда? Вот посюда. Вот по этому мостику. Я думаю, что можно. Вот. О, какие ступеньки, а! Высокие. Просто надо быть физкультурником. Ух, давно я так вот не ходил по городу. Вон луна у нас висит, понимаете ли. Тут областная больница, поэтому скорые ездят довольно часто. Ух, снегу-то тут, да? Так, тут вот так вот мне, да? Идти, ладно. Так, я сейчас это самое выключу. Короче, смотрите, да? Вот тут ступенька первая, она такая высокая. И все люди вот посюда гоняют. Потому что тут залезть еще надо. Надо еще спортсменом быть. Где там? Что я не могу? Что-то вообще сбился. Это я не туда пошел. Все, мне вон туда надо. В ту сторону куда-то. Слушайте, уже вообще ориентацию потерял. Что-то вообще уже. Что-то построили еще. Что за улица-то, а? Это все, я понял. Это мы в медучилище вышли. А мне вон туда надо. Вон туда. Вот она, улица Петра Алексеева. Вон туда идем с вами. Вот тут вот это вот этот домик тут магазин Сардана был продуктовый в советское время, а сейчас, не знаю, там веломагазин какой-то был. Не знаю, смысл есть тут такой круглогодичный веломагазин делать, потому что у нас зима-то очень длинная. Ох. Скидки на двери. Вот тут дверной магазин. Вот он, подмораживает. Вот он. Но я, чтобы туда попасть, мне надо пройти. Там есть переход, где торговый центр Алмаз. Вот по нему надо двинуться. Кладовая севера. Рыбку, видать, продают мясо. Улица Петра Алексеева. Вот этот магазин у нас хозмаркет, очень популярный в городе. Здесь они раньше ставили какую-то елку. А, вот подарок вот этот, да? Ну, что-то он не светится пока. Ладно, сейчас зайду гляну, что тут есть. Вот елки есть небольшие. По 219. 339 по карте. Они продаются со скидочкой. Вот. 219 рублей, короче, можно взять, в принципе. Тут еще елки есть. Такие вот. Из мишуры. Он взял такую. Повесил и все, готова елочка. Или вот целые ветки есть. Сколько тут всего. Новогоднего-то. Просто тьма. Мыши вот такие есть. Целое тут, короче, подразделение. Наборы игрушек. Ух, как тут много. Это стекло, да? Стекло. Ой, тут шары какие здоровенные. Сколько всего. Снеговики всякие. Что такое? Прыгает. Такую можно елку взять. Керамика.
А вот символ года. Лошадь. Лошадку. По азиатскому. По восточному календарю у нас. Как тут много раздела. Отдельно пакеты. Всякие. Вот такие елки есть. Целиком елочки небольшие. Взял, вот поставил. Новогодние еще такие есть, кстати. Такие получше плана. Всякие разные. Поменьше, побольше. Тут только... О, тут подарки уже готовые, да? Или это коробки? Коробки под подарки. Тут конфеты-то не продают, наверное. Просто пустые коробки можно взять. Ну, календарь продается. Такие. Открытки есть новогодние. Очень много всего. Бенгальские свечи. Хлопушки, да? Вот тут всякие разные. И вот эти вот. Лошадь какая, смотрите, классная. Здоровое все. Фух. Короче, вот так вот. И тут, по-моему, елки. Вот такие еще здесь продают олени. Светящиеся. Ой, какие прикольные, слушайте, а. Вот эти вот типа как вдаль. Куда-то вдаль. Ну и куча. И вот тут елки. Елки. Такие вот. 200, вот 250 рублей такая елка. Ну подороже эти дороже. Короче, полно. Всего полно. Что-то гирлянды. Куча гирлянд тоже. Такой шарик какой-то. Вот так. Так, ну что, затарился. Пешком идти или же на автобусе поехать. Ну, надо смотреть. Долго ли там автобус это будет 15 и 19. А, тут мне 2 автобуса. Так что небольшой сюжетик такой вот. Тут у нас месяц остался ровным счетом до Нового года. Так что пора уже закупаться продуктами. Каникулы будут длинные. Надо на 2 недели запасаться едой. Вот. Вот она остановочка. Сейчас я тут подожду. Областная больница. Республиканская. Ну вот тут можно глянуть, что тут еще продают у нас вкусных. Омуль. Так. Чир 970, да? Копченый 1500. Видно, не видно вам. Икра 1370. А это что? Оленина. Оленина 590. Брусника 750 килограмм. Ничего не видно только. Вот цены такие, короче. Колбаски есть 620 килограмм. Ну вот так. Фух. Подожду автобус. Поеду, наверное.